Добрый день всем. Ну, в принципе, я так поняла, ПРООН уже напечатал. Сегодня вот Аида, я не знаю, кто ПРООН, раздавали, я чуть пришла позже. Не раздали? Но, в принципе, я так понимаю, это будет на конференции в любом случае. Этот документ делался в рамках проекта ПРООН по верховенству права, который как бы мы с ними работали, и как раз-таки разрабатывали методическое пособие для, получается, работы общественными советами именно по мониторингу и оценке качества предоставляемых госуслуг государственными органами. Здесь вот, я не знаю, вот как бы, наверное, не всем попалось, но я, по крайней мере, эту книжку себе вырвала. Вообще всем не попалось, было 5 штук, вот одну ты взяла, вот 2 мы тут захватили, поэтому Ну, хорошо. Я пока не могу сказать, я ж не ПРООН. Да, но я так думаю, что будет конференция, когда как раз-таки будет это дело распространяться там. И, в принципе, вот одним из документов, которые в этой книжечке, это вот как раз-таки та методика, которую мы делали. Я, наверное, начну рассказывать. Для чего мы это сделали? У нас, в принципе, согласно закону об общественных советах, как бы заложена одна из функций наших общественных советов, это как раз-таки мониторинг и оценка госуслуг. Ну, исходя из миссии нашего координационного совета, это создание устойчивой платформы для гражданского участия и прямой адвокации интересов граждан, это у нас заложено в нашем стратегическом плане. И также, получается, в процессе повышения качества предоставляемых государственных услуг. Сам закон об общественных советах, статья 4 и 7, они говорят как раз-таки о том, что целями создания общественных советов что является? Это улучшение качества предоставляемых услуг населению со стороны госорганов. И также то, что общественные советы для достижения своих целей, они вот как раз-таки осуществляют мониторинг и оценку качества. Это как бы те основные функции, которые возложены на нас, на общественные советы. Законодательная база, она, во-первых, состоит из Конституции, и дальше уходим на законодательные акты. Это вот закон о госмуниципальных услугах, который как раз-таки и вообще как бы создал вот законодательную базу по государственным и муниципальным услугам. Закон об основах административной деятельности и административных процедурах. Закон о порядке рассмотрения обращений граждан, закон о доступе информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления, и также закон о неналоговых платежах и закон о защите прав потребителей. Какие подзаконные акты были приняты? Это, во-первых, закон, ну, исходя, получается, из шапки, это закон об госмуниципальных услугах, это распоряжение, которым образовалась межведомственная комиссия, которая как раз-таки проводит этот процесс оптимизации или как бы рассмотрения. Это сито, через что проходят госорганы для того, чтобы ввести платную, например, услугу или бесплатную, либо вывести. Соответственно, дальше идет постановление правительства, вот оно получается 129-е. Как раз-таки там заложены критерии, получается, каким образом формируются реестры госуслуг, либо реестры муниципальных услуг, как формируется сама межведомственная комиссия. В состав межведомственной комиссии в обязательном порядке должно быть не менее 50% представителей гражданского общества, экспертного сообщества. И я могу сказать, что сейчас в межведомственную комиссию Аида Рустемова, она как председатель координационного совета, она вошла в состав. Вот когда проводилась межведомственная комиссия, Аида, в принципе, скидывала в рассылку и просила как бы по вопросам, которые были касательно тех госорганов, которые представлены, есть общественные советы, чтобы они дали комментарии, получается, по тем или иным услугам. В принципе, если даже брать, исходя из постановления правительства, все в каждом госоргане должны также создаваться межведомственные рабочие группы, в состав которых также должны входить представители гражданского общества. И по большей части сейчас госорганы опираются на общественные советы для того, чтобы согласовывать с ними относительно, вот, получается, документов о введении либо выведении государственных услуг, либо согласование проектов стандартов госуслуг, административных регламентов. Это все с общественными советами должно обсуждаться в обязательном порядке. Также, получается, был принят
Ну, вот на основании, получается, работы, которая была сделана в рамках 129-го постановления, которое было принято в 2011 году. В 2012 году, когда уже проведена была полностью инвентаризация всех реестров госуслуг, ну, в принципе, вы, наверное, слышали, да, что было в начале, получается, 2011 года было порядка 200 тысяч, 20 тысяч вообще заявленных государственных услуг. Когда начали делать инвентаризацию, в принципе, вычистили, прошло обкатку через межведомственную комиссию, их осталось где-то около 400 вообще. И, конечно, больше половины это платные услуги на данный момент, бесплатных меньше, но все равно межведомственная комиссия, она больше направлена на то, чтобы, если создаются услуги, то желательно, чтобы они были бесплатными, получается, для населения. И был сформирован в 2012 году единый реестр госуслуг. Получается, он именно включает и платные, и бесплатные. Раньше, до принятия данного постановления, у нас был отдельно реестр платных услуг, утвержденный постановлением правительства. Бесплатные услуги, они не были не зафиксированы никак. И получается, там был сумбур, иногда госорганы сами вводили своими приказами некоторые услуги платные, и это было вообще не согласовано. После уже, когда сформирован был реестр госуслуг, началось формирование стандартов. Для чего делался реестр и сами стандарты? Стандарты качества, это можно сказать, стандарты качества. Данный стандарт начали сформироваться на основании типового стандарта госуслуги. Это тоже началось в 2012 году, после уже того, как утвердили реестр госуслуг, начали стандарты. Стандарты, они направлены на потребителя. По стандарту качества, в принципе, по стандарту госуслуги, той или иной госуслуги, вы можете проверить, насколько госорган выполняет его или не выполняет. И можете обжаловать действия госоргана, если при предоставлении государственной услуги государственный орган не выполняет требования, которые заложены в стандарте госуслуги. И в настоящее время уже где-то больше половины утверждены стандартов госуслуг. У меня дальше статистика есть, я сейчас на память точно не могу сказать, но уже практически у нас сейчас 374 услуги, и где-то больше половины уже стандартов есть. Самое большое количество вообще услуг это у Министерства образования, свыше 90 где-то их услуг, ну там включая дошкольная, школьная, потом получается высшая, профессиональная там идет. Вроде бы министерство маленькое, как бы, если брать по штату, а услуг очень много, потому что самих образовательных учреждений очень много, да, получается. И у нас туго шло именно утверждение стандартов Министерства образования, поскольку сотрудники немножко тяжело тоже над этим работали. Уже позже был утвержден административный регламент госуслуги, это вот в 2014 году. Административный регламент, он направлен больше на госорган. Это те бизнес-процессы, которые происходят внутри госоргана, либо при взаимодействии данного госоргана с другими госорганами, если необходимо это взаимодействие, именно при предоставлении госуслуги, получается. Типовой административный регламент, как бы, в принципе, для нас, для потребителей, он вообще не нужен, потому что это бизнес-процессы, которые происходят внутри. Они нужны государству для того, чтобы посчитать, сколько потребуется государству денег на то, чтобы предоставить, например, одну услугу, да, вообще. Получается, сколько людей задействовано в этом, какие процедуры происходят, причем они должны биться с стандартом госуслуги, потому что время, заложенное в стандарте госуслуги, оно должно биться с административным регламентом. Сейчас пока утверждено всего лишь пока 11 административных регламентов, и это в основном административные регламенты Министерства экономики по их услугам. Зачем вообще необходимо мониторить, да, услуги? Это для того, чтобы улучшить качество предоставляемых услуг, улучшить информирование жителей вообще о реальных затратах на предоставление услуг. Это отношения между властью и жителями станут более цивилизованными, потому что, в принципе, при мониторинге выявляются определенные моменты, и уже с госорганами начинаешь обсуждать их на площадке, как бы, получается, госоргана. Например, можете привести, какие моменты выясняются? Ну, на что обращать внимание стоит?
Именно при мониторинге. Но я говорила о том, что когда мониторить, в принципе, к сожалению, я забыла ЦОТовское именно пособие, которое было карманное, да. Но на самом деле мы, как общественные советы, мы, во-первых, должны ориентироваться на стандарт госуслуги, смотреть на том, насколько госорган информирует вообще об услугах, которых он предоставляет, если эта информация согласно, получается, стандартов на информационных стендах, если эта информация на сайтах госорганов, потому что если брать в прошлом году, когда я участвовала вместе с аппаратом правительства в инспекции некоторых госорганов именно по предоставлению услуг, например, Министерство образования, мы ходили туда тоже, ездили по некоторым школам, не все школы даже в курсе о том, что есть стандарты госуслуг по школьному образованию, и то, что они утверждены, и как бы в школах, в принципе, даже стендов не было. Может, министерство не знает? Выяснилось так, что, по сути, министерство должно было спустить в школы это все, но где-то там что-то произошел какой-то... Ну, как обычно, да. По сути, просто-напросто вот в прошлом году, в декабре, было заседание правительства. По результатам я помню, что вроде бы замечания министерству сделали, потому что сама проблема возникает, как бы, может быть, в том, чтобы как бы спустить вниз, проинформировать население. У нас сейчас не все, например, даже знают, что есть такое стандарты госуслуг. Я, насколько знаю, вот наша партнерская организация Центр общественных технологий, да, они проводили и в прошлом году, и в этом году ряд мониторингов именно по госуслугам для аппарата правительства, для того, чтобы выявить вообще, как ситуация с этим, начали ли госорганы вообще заниматься информированием и тому подобное, получается, как бы вывешивать на сайты хотя бы информацию, и насколько улучшилась сама обстановка в местах, где предоставляются данные услуги населению. Это улучшение показателей эффективности госорганов и управления в целом, в принципе, если брать, у нас есть постановление правительства, где делается оценка результативности госорганов, и один из компонентов является именно качество предоставляемых услуг населению. У нас есть и индекс доверия населения госорганам, и там тоже компонентом есть именно качество предоставляемых услуг, потому что чаще всего мы реагируем на госорганы именно когда мы сталкиваемся с ними при получении той или иной услуги, либо там разрешительных документов, либо сдачи налоговой отчетности, какой-нибудь отчетности, мы тогда воспринимаем их. Если брать вообще индекс доверия населения к госорганам, то чаще всего те госорганы, которых, по сути, мы не сталкиваемся, у них очень высокий процент доверия к ним. Например, там, не знаю, я просто-напросто в прошлом году, когда смотрела его, мы очень хорошо доверяем, там было вроде бы и МИД, там, с кем вообще не сталкиваешься, как бы им даешь хорошую оценку. А МВД, когда мы видим повседневно там какие-то ситуации, ГАИ те же самые, да, получается, ГРС, это наши любимые паспорта, когда мы ходим в центры по предоставлению в эти зоны, сталкиваемся непосредственно с получением услуг, тогда мы уже начинаем где-то критично реагировать на них, либо положительно, если вдруг улучшается качество. И дается распоряжение органов мощный механизм для того, чтобы инициативы, получается, мощный инструмент для управления инициатив и интересов самих жителей. Так, что-то у меня тут. До этого вообще мониторинг, получается, общественный мониторинг, он заказывался аппаратом правительства через НПО. И мы вот предлагаем включить механизм, получается, того, что общественные советы тоже включаются как заказчики. Потому что на нас многие НПО смотрят критично. Потому что как бы, ну, они думают, что мы, общественные советы, будем у них отбирать хлеб. Но у нас, честное слово, нету времени на это, потому что мы общественники, мы работаем бесплатно, осуществляем свою деятельность. И по сути, как бы, неправительственные организации должны видеть нас партнеров, которые, либо заказчиков, да, которые могут заказать у них, получается, мониторинг для того, чтобы потом эту информацию использовать в диалоге с госорганом. И в рамках, получается, то, что мы работали, как раз-таки мы выработали, что 7 ролей
в которых может быть выступать общественный совет, получается, в общественном мониторинге и оценке качества предоставления госуслуг. Это, во-первых, заказчик работ по мониторингу. Это сам, мы назвали его как общественный монитор, да? Оценщик. Это мостик между госорганом и гражданами, либо объединениями, которые, получается, занимаются оценкой качества предоставления госуслуг. Это площадка для коммуникации между заинтересованными сторонами в процессе именно развития системы предоставления услуг. И это аналитический центр, вырабатывающий рекомендации для госорганов, и участники рабочих групп по формированию единого реестра госуслуг и их стандартизации и регламентации. В принципе, я вот до этого и говорила о том, что согласно 129 постановления все госорганы должны вовлекать гражданское общество, ну, как бы приглашать и включать в состав рабочих групп для именно, получается, формирования реестров госуслуг и стандартизации и регламентации. По сути, они так и пользуются, именно приглашают чаще всего общественные советы, потому что мы рядом, мы под боком у них, чем бегать искать как бы НПО, либо внешних экспертов, которых не так много в этой части, получается, можно воспользоваться как бы ресурсом, который есть рядом. Тем более, по сути, мы, члены общественных советов, мы знаем, мы не просто так же пришли в этот госорган, мы знаем проблематику госоргана, возможно, какие-то там законодательства в этой сфере. И нам проще как бы сидеть там и говорить, реально, да, эта услуга должна быть там платной и бесплатной, подпадает она под критерии вообще услуги, является ли она услугой. Главное изучить, получается, инструментарий, то, что есть в законе, то, что прописано в постановлении, там есть критерии отнесения к услуге и к тому, чтобы отнести ее к платной услуге, получается. На основании этого рассматривать и уже, получается, принимать решение. Ну вот заказчик, да, получается, здесь как бы описана схема, каким образом заказчик работ по общественному мониторингу должен работать, например, с теми же самыми НПО. Это, во-первых, сформулировать цели и задачи мониторинга, определить критерии для отбора исполнителей, пригласить те же самые НПО, вовлечь их, сформировать техническое задание, отобрать исполнителей, помочь исполнителям получить необходимую информацию, потому что чаще всего бывает, что некоторые НПО не могут тоже получить информацию как бы у госоргана, хотя и мы тоже иногда порой не можем получить, но мы все-таки ближе, мы можем достать определенную информацию, тем более спустя 2 года мы уже как-то начали контактировать с госорганами, я надеюсь. И уже, получается, по итогам как бы заказанной работы, это, получается, обсудить совместно с госорганом, как говорится, план по улучшению качества предоставления услуг, выработать рекомендации, получается, для госоргана. Общественный монитор, здесь также изучить методику общественного мониторинга. В принципе, в вот этом пособии как бы мы ее приложили, ее одобрили на межведомственной комиссии, она есть на сайте Министерства экономики, сама методика общественного мониторинга госуслуг. И, в принципе, вот Центр общественных технологий, они являются как бы основными разработчиками ее. Можно на основании нее, как бы, изучив ее, уже самим попробовать как бы промониторить. Но по большей части, как бы, я считаю, что мы как граждане, как сами потребители услуг, мы можем просто пойти сделать контрольную закупку, потому что ежедневно приходя, ну не ежедневно, возможно, там, получая паспорт, вы сталкиваетесь конкретно с теми проблемами, как бы, при получении той же самой услуги, там, получения паспорта. Просто-напросто возьмите стандарт госуслуги и посмотрите, соответствует ли само предоставление на месте тому стандарту, который описан, получается, в утвержденном стандарте госуслуги. Следующий, получается, это оценщик, это также, получается, сформулировать цели и задачи оценки, определить объект, предмет и сформулировать ожидаемый результат, разработать методику оценки, опираясь на собственный опыт и консультации экспертов по оценке. А можно коротенький вопрос? Ага. Ну вот где контрольную закупку можно провести, там понятно. А вот с образованием как быть? Вот они мне предоставили услугу, да? Ну, среднее образование, высшее образование. Как вы будете оценивать, или у вас, может, есть опыт, да,
оценки услуги, которая не поддается количественной оценке, она больше качественная, либо она очень сильно протяженная во времени. Вот мы с этим сталкиваемся, и если у вас... Ну, здесь-то идут, когда качество проверяешь, это уже образовательные стандарты же есть. Но есть и стандарт услуг. Так вот зачем тогда... Смотрите, мы, в принципе, понимали, мы когда разрабатывали, есть образовательные стандарты, есть социальные стандарты, которые, получается, в Минсоцразвитии. Понятно, и, получается, мы... По сути, в наших стандартах, ну как бы не в наших, там, стандартах госуслуг, там идет отсылка на образовательные стандарты, потому что это уже как бы критерий качества конкретным, получается, это уже специфика профессионально идет. И понятно, что там есть протяженность во времени, что учебный там, общее образование у нас получается 9 лет, да, вроде бы, минимум, да, получается 9 лет, плюс потом еще, если дополнительно там такие вот 2 года, да, получается, сколько, 11, да, всего, или там, то это относится туда, к образовательным. Мы не стали уходить вглубь, получается, туда, потому что уже есть разработанные образовательные стандарты, есть разработанные стандарты социальные, именно там, ну, получается, по, если социальному развитию МСРу, да, у них там, работы с лицами с ограниченными возможностями, там, с пожилыми людьми, как должны работать социальные работники и тому подобное, критерии уже расписаны, по сути. А здесь, получается, требования к самому, не к процессу, можно сказать, как сказать, здесь, получается, у нас, если брать паспорт госуслуги... Вопрос не к продукту услуги, а к процессу предоставления услуги, да. Вопрос на самом деле. То есть мы бизнес-процесс оцениваем через этот мониторинг, а не результат этой услуги. Так? Ну, результат там получается, вот нам часто задают, что результатом, что является результатом государственной услуги. Если это получается образовательно, мы говорим аттестат. Хотя говорят некоторые типа, Да, но смотрите, как мы можем пощупать результат процесса учебного? Только посмотрев на документ. Мы говорим, результат – это документ. Это документ, подтверждающий то, что школьник закончил, он соответствует стандартам. Нет. Результат предоставления услуги. Не в ту сторону смотрим, а тех, кто предоставляет. Они же не диплом предоставляют, они предоставляют услугу протяженную во времени. Но результатом-то является полученный аттестат. Нет. А что? Либо справка. Потому что знание по сути, результат его проверяется, когда он сдает экзамены выпускные. Ну, вот И они ложатся в аттестат. Если почитать стандарт госуслуг по образованию, там вы совершенно правы, они на самом деле попытались минимально вытащить все, что есть у них в стандартах образовательных. Самый минимальный набор они немножечко вытащили вот в этот перечень услуг, и он получился такой, во-первых, слишком заминимизированный, во-вторых, очень уж такой, вы сами сказали, что с ними были сложности, да? Да. То есть получился такой документ, который редко когда пригодится. Поэтому, может быть, я встану на сторону тех школ, которые даже его и не повесили, потому что там гораздо важнее стандарт образовательный. Но стандарт образовательно тоже в школе не висит. Если брать, Да. У них вообще нет информационных досок для разъяснения населению. Да, вот это- Получается, если они предоставляют какие-то платные курсы, у них даже нету этой информации тоже. Да. Вопрос же в этом. Вот это да. Мы проводили мониторинг именно вот по стандартам, включая рабочих правительства. И мы объездили несколько школ. И действительно, вот то, что вот этих не было, это уже было запиской по школе, и мы получили, Цареева за это получила. Но нужно понимать людям, что вот у министерства есть два стандарта. Так, стандарт хуже. Содержание предметов стандарта. Это вот там проблемы мы выявили. А более-менее как услуги оказывают. Процедурный такой. Ну, смотрите, в стандарте госуслуги говорится, что должны быть обязательные требования, там, например, к школе, да? У них должен быть
там зал, стадион. Это просто минимальный перечень требований. Надо делить Министерство образования, два стандарта. Один стандарт это услуги, как она оказывается, тепло, там, крыша, ну вот, помещение, санитарные. А вот есть содержание учебного процесса. Это сам. Но на самом деле, если вы читали стандарт госуслуги, там есть отсылка на образовательные стандарты. Они всё смешали. Мешали они кучу, поэтому нужно отделять. Ну, тогда у меня вопрос к вам, к общественному совету. А как вы с ними согласовывали? Точнее, как они с вами согласовывали? Они не согласовывают. Так они же предоставляют протоколы и говорят, что это согласовано с общественным советом. И представитель общественного совета приходит на межведомственную комиссию и говорит обычно. Я сейчас вам точно не могу сказать, но я могу поднять протоколы. Ну, Алмаз Байке, просто-напросто мы сейчас уходим в полемику конкретно. Вот даже брать, например, ладно, образовательные стандарты. Возьмем стандарты, связанные с Министерством здравоохранения. Вот брать, вы говорите, конечный результат по части школьного образования. Как мы можем дать по части, получается, медицины? Человек либо умер, либо живой. И здесь только справка о том, что он либо здоров, либо нет. Мы тоже думали над этим результатом, что прописывать в стандарте госуслуги. Мне кажется, это нормальный подход, когда оценка имеет вложенность другой оценки. Да. То есть вы проверяете по количеству и эскиз делаете еще по качеству. Но качество, на самом деле, оно только профессионалами может быть проверено. И здесь гораздо сложнее. На самом деле, этот мониторинг больше направлен на то, чтобы человек реализовал свое право на получение услуги, ну, в большей части. То есть набор определенных действий, которые он должен получить, да? Все. То есть действие это помещение, учебник, учитель. Использование аналитики. А если учитель тупой, то это уже, извиняюсь, не его проблема, мониторщика, а проблема это, ну, Потому что мы не результаты есть потом увидим. эксперты в области установления образовательных стандартов. И мы-то понимаем, и вот проект нам помогала, эксперты нам выявляли какие-то недостатки в самом образовательном стандарте. Алмаз Байке, я с вами согласна. Вот даже мы, когда, я просто-напросто, я уже говорю не как общественный совет Министерства экономики, я говорю как эксперты работали по стандартизации, да, получается, госуслуг, вообще по реформе, связанной с госуслугами. У нас то же самое была проблема. Мы когда работали, нас-то раскидали, получается, все госорганы, и мы сидели, смотрели. Тот же самый Минобраз. Я, конечно, не была экспертом, который работал с Минобразом. У нас работали Салих Кадырбекович, да, Мурзаев, получается, по ним, и Александр Куак, да, получается, Александр Николаевич. Два эксперта наших, которые работали с ними. Ну, Салих Кадырбекович, он профессор, да, он, по сути, как бы знает процедуры, там, как бы внутри этим, возможно, знаком с этими образовательными стандартами, но мы когда начали понимать, что если мы сейчас пойдем вглубь, мы там утонем и умрем. А стандартов, точнее, госуслуг Министерства образования, их 95 где-то там. Да, их много. Их очень много. А они нужны. Мы поэтому пошли по пути, вот, как говорится, количественном, наверное, чтобы расписать хотя бы требования такие, что должно там минимально быть классы такие-то, такие-то, там перечисления, там, не знаю, обязательно должен быть его спортзал, обязательно должно быть там наличие там столовой, например, перечислением именно вот таких вот простых компонентов, которые должны содержаться именно, например, в школе. И результат мы все-таки взяли аттестат, потому что если школьник, получается, как бы сдал определенное количество там предметов, получается, набрал определенное количество там баллов, оценок, то аттестат это показатель того, насколько он знает тот предмет, и, как бы, которые, получается, дали в школе. Конечно, по качеству предоставляемых услуг самой школы, это сложный вопрос. Здесь, по сути, должен Минобраз уже следить за тем, чтобы там... Вопрос был только не с точки зрения это, ну, как бы физической, да, а если вы сталкивались, то как с этим работать? Ну, понятно. Ну, здесь это как бы сложно, здесь может быть вы, которые специфику там знаете, да, получается, как бы специалисты где-то в этой специфике. Здесь вообще вот как бы вопрос такой. Это как получается, когда мы тоже работали с Минздравом, по части тоже их услуг, да, когда идут там это... Приходили хирурги к нам, потому что Минздрав это вообще было нечто. Они
не сами писали центральный аппарат, они гоняли все свои подведомственные. Один раз вообще пригнали ко мне, получается, хирурга. Он мне говорит, давай быстро, что тебе надо, спрашивает у меня, а то у меня пациент лежит, мне сейчас операцию на сердце делать надо. Я говорю, Байкешка, говорю, езжайте, говорю, туда. Почему, говорю, вас пригнали? Потому что сотрудник Минздрава, она просто-напросто, что я буду сама париться, как бы писать? Она просто согнала всех, неважно, у него операция, человек лежит на столе, не лежит. Она просто нам сгоняла их всех, и те приходили, и мы у них просто спрашивали, а что нужно, как получается, например, для того, чтобы там лечь на операцию, какие бумажки надо заполнить, где зарегистрироваться, потому что было до маразма, они говорили, что вот когда скорая помощь, необходим паспорт гражданина, при этом он должен что-то там пройти в регистрацию, какой-то у них есть КИП или КУП, короче говоря. Я говорю, слушайте, он умирает, он дополз до вашей поликлиники, говорю, рухнул, и вы, говорю, не окажете первую помощь? Не, ну как бы окажем, но все равно паспорт нужен. И вот когда просто-напросто начинали мы отрабатывать с госорганами в части того, что необходимо для получения услуги, какой перечень документов, они начинают говорить, вот это, потом, если он приписан к нашему поликлинике, я говорю, да его вот здесь пырнули, он дополз, умер, практически умирает, а вы будете паспорт спрашивать для того, чтобы посмотреть, приписан к вам он или нет. Ну вот даже такие ситуации. По закону, по Конституции, все неотложные состояния, хоть ты стоматолог, хоть ты гинеколог, терапевт, ты должен оказывать. Почему наш хирургический интернат завален в Чуйской областной больнице людьми, в хорошем смысле? Хотя эти люди не приписаны в наш округ. Бишкек, Ош, Джалабад, Нарын и Сюкун. У них у всех есть свои хорошие больницы. Но они идут к нам с диагнозом острый живот. И мы не то что обязаны, а мы всем приглашаем в гости, я вас всех зову в гости, посмотреть, как работают настоящие профессионалы. Не надо нас ругать. Минздрав старается, они ошибаются. Все ведомства так делают. Начиная от ГРС, кончая МВД. Давайте вместе. Какие вам? Зовите меня в гости. Вот зовите меня в гости, я приду. Нет, Амир, я с собой согласна, в том-то и дело, потому что, получается, когда начинаешь с чиновниками разговаривать, они начинают говорить о каких-то документах. Когда есть... По образованию, вообще, посмотрите, историки, начинают пресс-секретаря, врач, нет. Какие у них специальности? Медицинские? Большинство нет. Бухгалтера учат врачей. Вы представляете, бухгалтер? Я пришел на какую-то тусовочную. Бухгалтер что-то там рассказывает про какие-то отчеты. Говорю, да вы знаете, как астму лечить хотя бы? Бухгалтер? Нет. Я говорю, о чем вообще можете речь? Руки кровообращения знаете? Не знаю. То есть, давайте, специалисты нужны, и нас мало. Я и Барактабасова 2 в стране, еще 3 есть. Ну давайте вместе работать. У нас все шансы быть лучше Швейцарии. У нас законы хорошие. Фармкомпании, как у себя дома, в больнице ходят. Это о чем можно говорить? Вы все пьете ковидол. О чем можно говорить? Давление свое знаете? Не знаю. Давайте работать. Да, сейчас это все, это Ну, в принципе, получается, наш посыл, когда мы работали именно по вот этой методике, о том, что мы общественные советы, мы сами, как бы, нам сложно это все делать, да, получается, мониторить. Для этого мы что? Мы выступаем либо заказчиками, либо мостиками, тем более чаще всего у некоторых неправительственных организаций уже есть кейсы целые. Тот же самый ЦОД, у них объемные, большие документы, как бы связанные с мониторингом. Они запустили мониторинговые группы уже где-то там, получается, по стране. По сути, просто-напросто мы можем собирать и разговаривать предметно с конкретными госорганами, получается, со своими, с тем же самым Министерством образования. Предварительно можно даже просмотреть, как бы, те проблемы, пробелы, точнее, которые у них есть. Не погружаясь в глубину, не ходя там, получается, не изучая образовательный стандарт, насколько качественно они предоставляют саму услугу, как бы, части обучения наших детей, просто-напросто на соответствие стандарту госуслуги проверить, есть ли информирование со стороны, получается, госорганов, и есть ли там те же самые пандусы и тому подобное. Потому что мы, когда работали, мы сразу ставили вопрос: поручни, пандусы. Когда говорили, что, например, здание не соответствует требованиям, например, да, некоторые, получается, есть такие отделения, там, например, соцразвития, да, получается, в регионах. У них берут, помещают именно отдел по работе с гражданами на 3-й этаж, где нет лифта.
У них основные их клиенты это кто? Инвалиды, пенсионеры. Им очень тяжело подниматься наверх. И мы им говорили просто-напросто, спускайте свои эти отделы вниз, на первый этаж. Во-первых, не будут люди ходить, гулять по вашему зданию. Во-вторых, получается, они пришли, и не надо им подниматься по этим лестницам крутым вверх. А колясочники так вообще туда не заедут, получается. И вот основной посыл был, вот хотя бы, получается, инвентаризацию на это провести вам, промониторить просто-напросто, есть ли у них пандусы, где находятся эти как бы отделы соответствующие, кто работает с населением. Потому что на самом деле это тоже проблема, когда, получается, оно находится где-нибудь там на 5 или на 3 этаже, и как бы доползти до туда, чтобы не умереть, не все доползут. Вот. В общем, как бы посыл такой, именно общественные советы, мы не сами ходим, бегаем, мониторим, а мы, получается, либо привлекаем, заказы распространяем, и, получается, уже то, что есть, мы обсуждаем на вот площадке, которую мы можем создавать в госоргане. Приглашаем госорган, приглашаем НПО и уже вырабатываем с ними рекомендации для госоргана, что необходимо улучшать, каким образом и где, получается, есть проблемы. Все? Звони, у нас, ты уже закончила. Да, в принципе, да. Давайте попробуем.